Просила денег на лечение родственницы мужа и бессовестно обманывала. В Третий кассационный суд Санкт-Петербурга подали жалобы потерпевшие по уголовному делу о серийном мошенничестве в Сыктывкаре. Их не устроило, что обвиняемые Людмиле Никитюк, похитившей больше 2,5 миллионов рублей, назначенное реальное лишение свободы изменили в итоге на условное. В течение 5 лет задавала себе вопрос, как такое могло произойти? Как человек мог так со мной поступить? С человеком, который в трудную минуту откликнулся на ее беду, человек, которого я знала много лет, была вхожа в их семью, они у меня дома бывали. Как можно было так поступить? Сыктывкарка Анна Дементьева, фигурантку уголовного дела, знает уже много лет, со времен жительства в Инте. Муж Людмилы Никитюк работал следователем милиции и был в приполярном городе весьма уважаемым человеком. В марте 2017-го она позвонила и попросила занять на месяц 200 тысяч рублей. Якобы супруг сейчас на Украине и не может оттуда выехать. У него тяжело больна сестра, срочно нужна солидная сумма на операцию и реабилитацию в Германии. Сердобольная пенсионерка решила помочь землячке. Отдала под честное слово 50 тысяч целковых, отложенные на ремонт в квартире. Когда деньги не вернули, Анна Прокофьевна стала звонить. Должница телефон не брала. А вот ее муж обещал все вернуть, продав машину, но так ничего и не сделал. Я в конце июня, откуда появилась расписка, еду в автобусе, дождливый день, и на остановке около детского мира автобус, открывается дверь, и она заходит в автобус прямо ко мне напротив, где я сижу. Я к ней и говорю: Людмила Федоровна, почему вы не отвечаете на телефонные звонки? На остановке у драмтеатра прямо на моем портфеле написала по паспорту, вот с указанием номера паспорта, вот эту расписку. И вот, держа в руках крестик, смотрит мне в глаза и говорит: Анна Прокофьевна, дорогая, я вам клянусь, в понедельник, 2 июля, вот написано, деньги привезу вам на Малышево, отдам до копейки из рук в руки. Денег Анна Прокофьевна так и не увидела и потребовала вернуть их через суд. Оказалось, взыскивать с должницы уже нечего. Она все переоформила на родственников. Дементьева обратилась в полицию. Уголовное дело возбудили не сразу, хотя среди потерпевших оказалось много бывших правоохранителей из Инты, сотрудников милиции, прокуратуры и даже суда. Сплошная волокита, сплошное незнание законов. То они отказывали в приеме заявления, что где-то это гражданско-правовые отношения. Вот эти 3 года, они с 17-го года, уже я когда подключился, они, например, следственные органы отказали в возбуждении. Несколько раз они отменяли. То есть мало того, что волокита, еще, абсолютно слабое знание уголовного права. Абсолютно слабое знание. Ни шапка, ни валка, это следствие шло столько, человек 5, наверное, следователей, один моложе другого, то есть малоопытный другого. Среди потерпевших оказалась и соседка Никитюк по дому, которой та втерлась в доверие. Пенсионерка, страдающая умственными расстройствами, была под опекой социальных служб. Именно они и Алексей Негуляй, бывший прокурор Инты, а затем известный столичный адвокат, добились возбуждения уголовного дела. Никитюк не отрицала, что занимала деньги, но заявила, что сама стала жертвой международных мошенников. В 2016 году к ней по электронной почте обратился незнакомец, который представился генералом армии США в Сирии Дэвидом Генри. По его словам, в 2003-м он усыновил 3 сирот в Сыктывкаре. Жена с 2 детьми позже погибла в ДТП. Приемного сына Джерри теперь воспитывает один. Людмила Никитюк в начале нулевых работала в доме ребенка, помогала американцам с оформлением документов. Тогда же она стала мальчику крестной мамой. Началась интернет-переписка и сеансы по видеосвязи. Постепенно в ходе общения со мной и Генри Дэвидом возникли приятельские, а затем и любовные отношения. Со слов Дэвида, он за время службы в вооруженных силах США стал богатым человеком, у него имеется свой личный фонд. Накопления на счете данного фонда составляют $11 миллионов США. Он не может уехать из зоны боевых действий, кто-то должен получить накопленные им в ходе долгих лет работы в армии США деньги, которые в противном случае могут пропасть. Он пообещал, в случае, если я помогу ему, то он переведет мне половину денежных средств фонда. В планах Дэвида было переехать совместно с Джерри в Москву и создать семью совместно со мной.
Воодушевленная перспективами грандиозных перемен в жизни, Людмила Никитюк по просьбе генерала связалась с неким адвокатом из Ганы в Западной Африке и уже по его инструкциям стала перечислять перевод за переводом в долларах, занимая деньги по друзьям и знакомым. За 3,5 года, причем даже находясь под следствием, она похитила более 2,5 миллионов рублей. В 2018-м развелась с мужем, который на фоне этих переживаний слег в больницу. Потерпевшими стали около 20 лиц. Сумма ущерба составила свыше 2 миллионов рублей. Непосредственно она, введя в заблуждение потерпевших, брала от них денежные средства, якобы в качестве займа, с целью лечения своего родственника. Линия защиты составляла в таком формате, что умысел на хищение денежных средств отсутствовал, мошенничество не совершала, денежные средства хотела вернуть. Сыктывкарский суд учел смягчающие обстоятельства сотрудничества со следствием и извинения перед потерпевшими. Но свободы Людмилу Никитюк все же лишил. Назначил 3 года в колонии общего режима. Апелляционная коллегия Верховного суда Коми это решение изменила, посчитав, что не был учтен основной момент – отсутствие корыстного умысла и статус жертвы самой фигурантки. Условным лишением свободы потерпевшие были возмущены. Собирается обжаловать определение в кассации и прокуратура Коми.